Всем привет, меня зовут Саша Браулов, я художник и предметный дизайнер Санкт-Петербурга. И сейчас в Национальной библиотеке Республики Татарстан проходит выставка моих вышивок, посвященных архитектуре авангарда. Мне очень этот период нравится, очень он мне импонирует. Почему я начал вышивать именно архитектуру авангарда? Потому что, к сожалению, большому, это архитектура 20-30-х годов прошлого века, она находится в очень плачевном состоянии. При этом в свое время ее было воздвигнуто очень много, но до наших дней немногое сохранилось. В том числе, например, в Казани есть Миргасовский дом, который уже очень много лет разрушается, находится в аварийном состоянии и, к сожалению, никак не сдвигается тема с его реставрацией. Таких примеров очень много, в том числе в Петербурге, в Москве, но есть огромное количество, к счастью, кейсов, которые показывают, что эта архитектура уникальна, ее надо сохранять. Например, дом Наркомфина в Москве, в Самаре, фабрику кухню отреставрировали недавно, она в форме серпа и молота. И, собственно, вот этим вот проектом, который я уже на протяжении лет 5-6 делаю, я хочу привлечь внимание общественности к этой проблематике. Потому что это часть нашей культуры, часть нашей истории, которую обязательно надо сохранить. Это то, чем можно гордиться на уровне космических завоеваний Советского Союза, России, потому что архитектура 20-30-х годов, те проекты, которые создавались нашими архитекторами, это просто авангард мировой архитектуры, потому что передовая архитектура была в Германии и в Советском Союзе. И от этих двух стран отталкивалась вся архитектурная элита уже мировая. И даже те проекты, например, которые сейчас реализовываются, если посмотреть на так называемую бумажную архитектуру советских архитекторов того периода, бумажная архитектура — это архитектура, которая рисовалась на бумаге, но ее просто в силу отсутствия технологий на тот момент времени не могли реализовать. Это интересные такие там проекты Эля Лисицкого, которые сейчас по образу и подобию были созданы. Советские архитекторы делали проекты огромных стеклянных небоскребов, которые только сейчас технологии позволили их создавать. Так что, мне кажется, архитектуру авангарда надо любить, надо ее изучать, потому что ее красота, она совсем не бросается в глаза по сравнению с классической архитектурой там, периода барокко. В общем-то, там понятно, да, за что можно любить и любоваться ей. А здесь все очень неоднозначно. Это как современное концептуальное искусство. Ты можешь смотреть на него, и тебе может быть все равно, но если ты читаешь, например, историю и экспликацию автора, то ты можешь проникнуться ей и можешь понять, что заложено намного больше в это произведение. И, по сути, архитектура авангарда, она вот как раз про это. Приходите на выставку, приходите в библиотеку. Здесь классно, здорово. Выставка тоже неплохая получилась. Милости просим.